Сегодня будем пасту болонезу. По-мексикански чисто движуха пошла. Вот так. Нельзя, понял? Не сгоришь. Тут сбоку ебани. Где? Вот, да. Все. Сексуальные ножки, мои сыночек. Ну, ножки у тебя сексуальные, да. Девчонки там с ума сойдут. Привет девчонкам передавай. Всем привет. Девчонка. Ладно, что он будет? Опа, стоять. Вилка одна есть. Опа. Все в песке, вот это, конечно, мне не нравится. Да вообще противно, блядь. Всё, песок везде липнет, блин. Паста. Саш, да тут вон, видишь, язычок есть, вот. Не Вот. видел. За него чеку дергаешь и все. Я оторвал. Ага, лапша пошла. И соус. И соус, ребята, болонеза. Соус болонеза знаешь, Саныч? С чего вообще сделан? Не. Не? Что? Ну там томат. Основа на томатах. Вот. Фарш. Видно, что правда. Да. Угу. Вот такая паста, ребят. Ну сетка пусть. Отпусти, Саныч. Фух, Пашок у нас пообедал арбузом. Картошку доел. Арбуз он с хлебом хавает, так что он сытый. А мы с Санычем что-то решили по-болонезски бахнуть. Такие дела. Жара просто невыносимая. Поклевочка, ребята. Мелочушка какая-то подсела, походу. Угу. Опа. Угу. А не, карасик. Хороший причем, ребят. Карась. Карася жарить будем. О, нормальный карась. Такой ладошник, ребята. Идет.
Нереально, ребята. Еще с ветром это солярий просто жесткий. Ух, 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 ух. Жопа. Валить надо. Перезабросили нормально. Караси клюют, головли, ребят. Ждем сазана. Жарко, брат, жарко. Не перекинулась, Антон? Времени в обрез. Песнь поет мне тут. Шатан. Че, крупная? Блин, да как ты там уже запустишь? Да, ты держись. Давай, давай. Достань. У меня телефон в штанах. Держись. Да, головлик какие? Ну, хорошая. Быстрее ты достал. Я вот эти ветки сейчас залезу, их все побираем. Да, надо ветка убрать. Мои какие, да? Ага. Хорошие. У нас же неплохо, видишь. Сазана будешь тащить, один крючок брат, вряд ли. Сейчас попробую сломать. Да, а тут зацепится. Ладно, там, когда без сазана. Жалко. Головли хорошие, да? О! Нормально, сон. Иди сюда, залазь. Нет, Давай, мужик, сюда иди. шавашинку возьму. Пойдем, пойдем, освежимся. Жопа полная. О! Тут глубоко сразу, хорошо, понял? Давай, залетай. Освежись сюда, пойдешь. А то не дойдешь. Потом приду. Жесть полная. 10 мясо. Да, мягко сказано. Не, ребят, беспредел там просто. С ветром это вообще опасная тема. Аж губа заболела, походу сгорела. Не, больше не ногой туда нафиг. Беда да беда. Жарко сей не ломит, ребят. Вот так вот. Я бы лучше печку затопил. Жарко. Опасно вообще, горишь нафиг. Ладно, перезакинулись, то хорошо. Через часик можно опять идти.
жареная рыбка. Сазанчик. Даже открытый шатер, ребята, и уже включенная плитка уже просто дает такого жара, что вообще же. Сегодня прям опять тяжелый день какой-то, я прям не могу вообще. Вчера вроде такой более-менее что-то раскачались вроде. А сегодня и ветрено как будто бы, но еще хуже, блин. Как фен горячий. Сегодня ветра не было, да? А для меня вчера самый жаркий день был. Да? А мне вчера Я более-менее вчера было. помирал, ходил. Вот просто. Вообще же, я не знаю, я... Сегодня я что-то даже не купаю. А я там сижу, у меня просто под зонтом обдувает, мне нормально. Ты там горячим обдувает нам. Мы же стояли там. Не знаю, мне нормально. Мы еще тут как раз на самой полке, и солнце у нас прям, ну, до самого талого, короче, даже крепит вообще. Зато утром хорошо. Утром можно поспать, немножко выспаться. Правда, Саныч не дает, будет сюда в 5 утра. На рыбалку, погнали, на рыбалку. Ох. Есть люди у нас, которые даже у нашу температуру не выносят. Здесь вообще сдохли бы сразу, отвечаю. 30 градусов у нас, все, люди там лежат уже трупом, понял, пластами. Северные вот, которые, они вообще же не могут. Ну, они постоянно в холоде, как бы. Они не понимают, что такое. Они на юг не ездят отдыхать, потому что, ну, они не могут. Ну, женщины, бабы ездят, понял, с детьми, а мужики не, говорит, раз съездили, говорит, пускай сами. Они не могут, вообще не могут. Такие дела. Прошу к столу, господа. Рыбка подана, хлеб свежайший. Кушаем, идем дальше. Опять кормит. Не дает. Слушай, Чтобы мы тут высохли. по вкусу как будто реально Казахстан ощутил сейчас. Свежак вообще. Вот эта рыба самая свежая. Уже домой привезешь, уже не та все равно. А вот это прям, да. Только что пойманная. Ну да. Астраханские наггетсы. Домой не привезешь, хоть наесться, тут нормально. Домой никак такой самый. Полторашки тают за 2 часа. Начинает трогаться. Жара уже. Не что не держит. Не жара такая стоит. Нет, если бы мы в Москве ее там заморозили, он бы довез за сутки. Холодильник не открывать, там не такая жара. Но не нашли.
Продольник, ребята, я снимаю. Ставить не буду. Хотел переместиться. С той стороны сюда пришел. Тяга здесь сильная. Короче, не буду я ставить. Меньше заморочек будет. Короче, будем сниматься. Ну, не получилось, не получилось. Ладно, что ж поделать. Так, на лагере, наверное, включим уже, ребятки, мы фонарик, точнее свет. Опа. Вот так вот. Вот так вот клево. Вот так нормально. Не упадет. Давай-ка мы, брат, тебе повыше сюда, родного. Вот так вот. Отлично. Одной лампы пока хватит. Так, братва, ну что, сегодня я один здесь. Немножко прибрался. Съездил, снял продольник. Хотел переставить, нарезку нарезал. Думал, блин. А потом туда тыкался, там тыкался. Ну, что-то такое. Там глубину не нашел. Кстати, вот нашел как раз свал. Вот там весь свал, снизу в кустах, огромный. 3,5 метра у меня вот кирпич с бутылкой. Не нашел я глубины по сравнению здесь, у берега причем. Вот, походу сазан весь там и как бы сюда поднимается. Ну, где-то же он должен стоять днем. Он же куда-то уходит, в кусты гасится, правильно, куда-то в коряге. Потом выходит ночью, когда прохладненько клюет, сюда на раскатике уже. Вот. Там что простояло, нифига. Вот. Думал, хоть сомик. За кадром, ребят, немножко голосов. Местные приехали, там купаются. Вот. Парни сегодня в ночь решили, короче. Я тут за старшего. 3 закидушки у меня. Так, немножко убрался, говорю еще раз. Вот. Самое, ребят, противное, это вот сейчас ветер поднялся. И песок вот этот, а он вот здесь мелкий. И пыль. Это пыль просто везде. Вот тарелка у тебя постояла 5-10 минут. Даже не смей туда накладывать, надо сразу ее протереть. Переворачивай или что-то еще. Вот. Воду с реки не используем. Братулец говорит, вода горячая. Южная сторона, всякие микробы и так далее и тому подобное. Я на севере всегда использую даже для питья. Здесь вообще категорически нет. Он даже брезгует. Помоет, но потом полоскает еще водой. Соответственно, у нас воды расход очень, очень мощный. Вот, как-то так. Ну, короче, такое себе на песках, ребят, в Астраханской области с ветрами. Вот. Я считаю, что ну, надо как-то вот, ну, моменты эти иметь в виду. Потому что все в пыли, все в пыли. Вот. И так все трем, постоянно трем. Вот вроде как бы от жары гасимся, все равно через шатер, через сетки все бьет эта пыль. Все у нас гасит, блин. Еще один минус такой, вот я заметил. Ладно, ребят, темнеет уже. Пойду поставлю я ночные. Сегодня приобрели опять. Вот. Жмых ночной. Держится, ну, подольше, вот, нежели тот. Тот рыбачим тем щукарем. А этот ставим на ночь. Ну, часиков 6 он стоит, в общем. Чтоб, когда сазан вышел, чтобы что-то было на крючках. Не на крючках имею в виду, а вот пылесосить что-то было. Такие дела. Ну, все вроде как. Денечек успокаивается. Солнышко зашло. Начинаем раскачиваться потихоньку. Отходить от жары. Хотя еще долго-долго будет песок остывать. Вся эта тема и так далее и тому подобное. Такие дела, ребят. Ну все. Заряжаю ночные. Все. Готовлю. Опа. Так. Поводочки вниз. Ушел чуть-чуть вниз. Тут
Надо чуть-чуть, ребятки, подправлять, чтобы было все четко. Вот так вот. Поехали. Ну давай, сазанчик. Мы тебя ждем. Покормили сегодня? Нормально. Ой, ух. Ух, ап. Есть. Блин, опять вот эти попадаются. Ребята, багрятся просто жестко. Опа, стоять. Густерки, подлещики. Кстати, щука вот не берет судаком. Значит, нет на точке. Жарко. Нет, не ходит тут. Жмых еще нормально, ну ладно. Заряжаемся. Бедолага, вон вся скончалась. Ну не пропадет, ребят. На реке-то не пропадет. Тут тем более съедят и змеи. И сейчас ушко какой-нибудь с кустов выплывет и заберет ее. Птицы, самы. Все здесь нормально будет. Так что здесь ничего не пропадет, ребят, на реке. Также и в тайге, чтобы вы понимали. Подранок, если остался, то все равно кто-то доберет его. Все, отлично. Погнали. Опа. И далеко кину. Нормально будет. Приполз вот для протульца, сазана хорошего взял. Сидит тут, кайфует. Да, если освещу. Балдеет. Поставил там лампу, Да, чтобы эти комары там всякие туда налетали, а здесь сидит в трусах. А Балдеет. тут смотри, что творится, смотри. Ну да, сразу. А так они нас не видят. Вот смотри, комары сразу, понял? Короче, настолько тепло, ребят, что можно прям вообще в трусах балдеть. Так я в трусах и сижу, и балдею. Я балдею на Взял хорошего сазанчика, кстати, такой. Не знаю, потом завтра посмотрим. Я балдею на 100% сейчас. Вот частенько смотрел телевизор, и когда вот южную сторону показывали, вот этот, знаешь, вот этот Да. темные ночи, вот это, знаешь, ничем не сравнить, конечно. Ну вот, друзья, еще один денек заканчивается. Да подходит уже к концу, и так обидно все это. Столько сборов, столько мыслей, мечтаний, и потом так все пролетает быстро. Да, конечно, Как да. один день. На самом деле так оно и есть, да. Собираешься, бам. Планируешь. 1,5 месяца мы с тобой об этом говорили, думали, а вот уже все, назад скоро ехать. Да, Ну ничего, очередной этот закрыт. ну да. Дальше больше. Еще- Дальше больше, да? Да, еще куда-нибудь рванем. Чё. Ну да, планов у нас, планы наполеоновские. Конечно, рванем куда-нибудь еще подальше. Он, братан, в Казахстан зовет. В Казахстан поедем, да, как надежная машина нужна. Я просто не хочу туда на поезде, самолете, надо на тачке их все с собой привезти. И там кайфанем, да, по полной. Так что, ребята, такие дела. Там рыбалка более простая, и она крутая. Да тут не только рыбалка, тут само путешествие, братан. Да, и само путешествие крутое будет. Тут Очень. доехать до Казахстана, ого-го. Нас там встретят, там такие доброжелательные все вообще. Встретят очень круто. Будут каждый день делать все для тебя. Ладно. Рыбачим. Сидим, балдеем. Да, сегодня ночка полная, но я хочу полночи сидеть до утра. Братулец ночной сегодня собрался прям. Саныч! Саныч!
Саныч, Он тоже в ночную пошел. он тоже в ночную, он только спит, блядь, где-то в лесу. Лишь бы змеи не закусали его А там. там нет, они не лезут-то наверх. Да, это Они понятно. под берегом живут, где мы ходим. Конечно, вода нужна. Всем жарко. Саныч спит, короче. Ну ладно. Гадючку тут я снимал одну, она меня 2 раза сопровождала. Прям именно гадюка, я тебе потом покажу видео. Всегда ходил за ней прям. Давай, всем привет, передавай. Спокойной ночи. Да, всем огромнейший привет. Сейчас мы для вас поймаем очень крутого сазана. Посмотрите потом. Да, все. Давайте, братва. Денечек заканчивается. Увидимся завтра или сегодня. Если братан затащит сейчас какого-нибудь хорошего. Ну, у меня прям тоже там 3 палки стоит, надо тоже проверить. Да, и заканчивается он очень круто. Да, ништяк, ништяк вообще.
Проснулся. Ребятки, доброе утро. Прошу прощения, что кушаю. Че, какие дела? Сегодня у нас 6-й день уже какой, не знаю, ребят, не помню. У нас еще, по идее, сегодня, завтра можно стоять. Но мы решили сворачиваться. Ребята вчера посидели. Я тут сидел до 2. Включил музыку потихоньку. 2 раза я перекинул. Парни сидели до 4. Братан пришел с оттуда. Ночью, вечером один сазанчик попался хороший. И все. Здесь тоже тихо. Утро тихо. Короче. Ну, перестал или что, или не знаю, в общем. Тут ходили, приходишь, что-то натянуто, оторвано, напутано. Братулет специально решил посидеть всю ночь. Нифига. Знаете, это как всегда, блин, такой закон подлости. Снасти наставил, ушел, пришел, рыбы, думаешь, нифига себе. А если посидел ночь, приезжаешь, сидишь ночь и нифига. Ну, короче, не знаю, почему так. Вот, и потихоньку будем, ребят, мы сворачиваться. Вот, не знаю, мы останемся, не останемся, вот будем думать. У нас еще есть на один закорм, у нас есть жмыховки, ну, то бишь жмых у нас есть, все. Продукты, слава богу, пакеты вручают. Вот, баланеза себе разогрел. Как бы нормально. Ну, ребята, просто прожигать дни. Ну, уже устали, если честно. Потому что жара. Вот сейчас вот солнце встает, вот она уже встала. Сейчас она чуть-чуть подымется, и все, будет край, ребят. И до самого вечера будет просто жопа. Уже за столько дней я просто уже не могу. Надоело. Вот. Чем-то заниматься, что-то суетиться, какие-то продольники там вязать. Ну просто нет сил, ребята. Потому что ходишь как дурной. Проснулся я вроде вот, а состояние такое, знаете, не отдохнувшись нифига. Вот. Уже порядком посидели, порыбачили, так что надо потихоньку собираться. Потихоньку соберемся, потому что дел много, все в песке, надо все помыть, поднять к машинам, все это загрузить, и дорога-то не близкая, ребят. Вот. Где-нибудь перекантуемся, лучше спокойно. Возможно, приедем к Санычу в гости в Тамбов. Там, возможно, что-нибудь посидим, поспим. Просто надо спать, водителям тяжко будет. Короче, вот так, ребят, не знаю. Что-то как, что снимать. Одно и то же, в принципе. Вот. Сазание, рыбалка такая, ребят. Ну, посидели, пождали, мне понравилось. Ну, вот из-за погоды, ребят. Ну, просто чуть-чуть бы попрохладнее было. Ну, как-то можно бы двигаться, но здесь вообще никак. Кто был в таких местах, тот понимает, ребят. А кто не понимает, то вот я вам объясняю, что очень-очень тяжко. Воздух заряженный. Двигаться тяжело, дышать тяжело. Короче, такие дела. Так что будем думать, ребятки. Будем думать и поснимаю, естественно. Это полноценный выход, ребята. Так что, как бы, делюсь не только рыбалкой, да, вот как оно есть, там, рыбу. Всем же нужна вот эта поклевки, рыба. Здесь, ребята, целый выезд, как бы, относительно меня, в моем лице. Я вам показываю, как бы, может, кому-то будет интересно, как это все происходит, вот. И многим это интересно, на самом деле. Потому что пишут: Андрюха, давай там и того больше, и того больше. Так что вот я как бы делюсь своими моментами, своими неудачами или удачами, как бы здесь не важно. Вот. Целая история, в общем. Да и так я уже показывал, в основном-то уже жизнь показывает свою. Так оно и есть.
перезакинул палки. Вот. Короче, такие дела, ребят. Пацаны проснулись, слава богу. Все хорошо. Все живы, здоровы. Но надо что-то делать. Куда тут песок не попал, блядь? Песок попался везде. Вот этот чехольчик нашелся. Ёбан. Где ты такое еще поснимаешь, брат? Так ты еще не раз не раз. А у тебя уменьшилось, телефон уменьшилось. Так, ты что несешь? Брат, иди там, грузи, я буду подавать. Ничего так не получится, говорит.